шановне господарство! Ми вітаємо вас на театральному вечорі, підрихтованим Народним театром Палацу культури в області. У 1998 году при Палаце культуры и техники открытого акционерного товариства «Могилевки волокно» був створений театральний колектив. Керівником якого з дня заснування з'являється Алла Івановна Кускова. Удільниками колектива стали учні середніх школ, студенти, працовні, пенсіонери, представники інтелігенції, а так само діти дошкольного узросту. У праці над репертуаром велика увага надається драматургічному матеріалу русської і білоруської класики, а так само сучасним творам. У 2002 году коллективу присвоена назва «Народный самодельный коллектив». Наш коллектив постоянно удельничает у культурно-массовых мероприемствах не только Палаца культуры, але и всего города. Коллектив часто гость у библиотеках, навчальных установах, удельничает у литературных импрезах и вечеринах, присвяченных письменникам и поэтам. Народный театр заўсёды прымае удзел у гарадскім фестывалі тэатральных калектываў «Свет рампы», у фестывалі народнага мастацтва «Беларусь. Моя песня», а глядзе конкурсе «Зямля под белымі крыламі». На працягу 2 гадоў тэатр з'яўляўся удзельнікам свята калакольнага звона, якое праходзіла ў межах міжнароднага фестываля духоўнай музыкі «Магутны Божа». Калектыў з задавальненнем прымаў удзел у тэатралізаваных мерапрыемствах: Пушкінскі баль, у краю вялікіх натхненняў, чароўнае эскімо, у 6 гадзін вечара пасля вайны, дажынкі 2006, дні беларускага пісьменства ў Шклове, адкрыцці Магілёўскай ратушы, у міжнародным фестывалі нацыянальнай драматургіі ў горадзе Бабруйске, тэатралізаваных шэсцях, прысвечаных Дню горада. 2010 год коллектив распочал спектаклем «Новогодние коляды». Народный театр Палаца культуры постоянно працуе над новым репертуаром, повышением выканаўчага майстэрства як коллектива, так и асабістых выканаўцаў. Сегодня мы познаёмим вас с новыми постановками, над якімі працавалі ў гэтым годзе. Пачнем з урыўка з п'есы Сергея Михалкова «Быль ці не быль» с прыгодамі і фантазіямі «Скарб». Жил веселый гусь, он на день не наизусть. А ты чего ж веселый гусь, спряжем, и спряжем. Ах ты чего ж веселый гусь, спряжем, и спряжем. У Пегги жил смешной щенок, он танцевать под дудку мог. Ах ты чего ж смешной щенок, спряжем, Пегги, спряжем. Ах ты чего ж смешной щенок, спряжем, Пегги, спряжем. У Пегги умный жил козел, он бородой на рожке вел. Ах ты чего ж умел козел, спряжем, Пегги, спряжем. Ах ты чего ж умел козел, спряжем, Пегги, спряжем. У Пегги жил смешной жираф,
у него пятна от крови, платье порвано и зашпилено булавками. Грязное тело пропахло потом, ромом и пором. На густой черной бороде он заплетал маленькие косички с лентой и заправлял их за уши. А перед боем он надевал через оба плеча по широкой ленте, и на них висело по 3 пистолета. Под шляпой он закреплял 2 горящих фитиля, которые свисали по обе стороны его ужасного лица. Глаза у него были злые и жестокие. Это был самый отчаянный и беспощадный морской разбойник. Страшилище! А как его звали? Да. Его звали Эдвард Тич, а прозвище у него было «Черная борода». Его прикончил в бою старший лейтенант английского военно-морского флота Роберт Майнард. Расскажи, как это было. Да, расскажи. Может быть, на сегодня довольно? Тогда слушайте. Только, пожалуйста, подробнее. Значит так. Этому Роберту Майнарду строго-настрого приказали изловить Тича Черную бороду. 17 ноября 1712 года пирата и его команду окружили в бухте Ахракока, где они стояли на якоре. Это был страшный бой. Меткий ружейный и пистолетный огонь сразу лишил отважного лейтенанта 20 человек, убитых и раненых. Черная борода и 14 его разбойников ворвались на борт военного корабля. И тут разгорелась последняя ожесточенная схватка. Майнард и Тич выстрелили одновременно из своих пистолетов. Ну что ты делаешь? Тич был ранен. Затем они стали драться на сабле. Сашка, покажем. И когда у лейтенанта сломалась сабля, и пират приготовился нанести ему последний смертельный удар, один из военных моряков тяжело ранил Тича в шею. Но черная борода продолжал драться. Он свалился лишь от меткого выстрела лейтенанта, сразившего его насмерть. На теле пирата насчитали 25 ран, 5 из которых были огнестрельными. Старший лейтенант Майнер, который тоже был ранен, приказал отрубить Тичу голову и повесить ее на реле. Стася, откуда ты все это знаешь? И так подробно. Я только игры знаю. Что же мы это все опирать да опирать, а про картошку совсем забыли. Она, наверное, уже давно испеклась. Еще б немножко, и она бы совсем сгорела. А вот кто скажет, почему вкуснее печеной в костре картошки ничего нет? Дома тебе и нарежут, и нажарят, и картофельные котлеты, и пюре. А так как в горячей зале все равно не получается. Совсем другой вкус. Вера, Ты спрашиваешь, почему? Да потому что мы ее сами напекли. Стася, а ты сколько картошек заложила? По 3 на каждого. Мало? Нет, я не это хотела сказать. Я одной своей картошки найти не могу. Пошарь в зале. Вера, вон она. Ага. Вот она. Совсем обгорела. Вкусней будет.
тебя разоблачили. Вернее, не тебя, а твое вечное вранье. Неужели ты не понимаешь, что мелешь нелепости? Дедушка всегда говорил, что вся жизнь состоит из нелепости. А ты сама видела, как его съела акула? Видела? Как я могла видеть? Он меня с собой на реку не взял. Ладно, допустим, что твоего дедушку съела какая-то сказочная акула. А тогда объясни, почему ты здесь сидишь, такая спокойная и уравновешенная? Ты еще выбрала себе 3 самые большие картошки. А я видела сегодня твою бабушку, и она совсем не плакала. Она держала себя в руках. Она фронтовичка. А ты заявила в милицию? Нет. Почему? Ну, Они бы мне вчера в зоне поверили. а мы, значит, должны тебя слушать и верить. Ты будешь нам лапшу на уши вешать, а мы должны реагировать? Окончательно ты забралась, баран. С тобой что-то происходит. Не все, что шутка, явный бред. Акула есть, а деда нет. Порой рукав цветов своих рассказов меньше врет. Все мы тут твои друзья, но верить нам тебе нельзя. Ребята, смотрите, вот там идет Лидия с акулой в ведерке. Ну, видела? Видела! Видела. Узнала своего дедушку? Узнала. Значит, спасли. Она не справилась. Действительно, самый настоящий барон Мюнхгаузен. Может быть, только я не барон. Я Воронова. Сидишь, мелешь черт знает что, а мы должны верить? А вы не верьте, кто вас заставляет? Ну ты же все так серьезно рассказываешь, врушка несчастная. Я игрушка. А кто же тогда? Она фантазирует. Хорошенькие фантазии. Вообще никогда не знаешь, что у тебя в голове. А я не только знаю, но даже вижу, что у тебя в голове. Ты что, легенд просвечиваешь, да? Не просвечиваю, а просто вижу. И все. Я вообще в этом году с вами учиться не буду. В другую школу перехожу. Куда же это ты собираешься переходить? Спецшколу для одаренных детей. Какой же это у тебя неожиданно дар открылся? Смотрите, пожалуйста, среди нас есть одаренные. Какая у тебя способность? Врать и фантазировать? Я всех вас вижу насквозь. Круто. Что ты говоришь? Насквозь? То, что слышишь. Как же это ты можешь видеть насквозь? Как? А вот так смотрю и вижу. Ну что ты, например, сейчас видишь? Смотри на меня. Вижу, как бьется твое сердце, как у тебя кишки ворочают. Ты даешь, барон. А то, что в моих кишках, тоже видишь? Конечно, вижу. Тебя намечается расстройство желудка. Откуда ты знаешь? Я же вижу, ты вчера зеленых груш наел. Я одну маленькую грушку почти целиком вижу, даже с хвостиком. В цвете вижу, как по телевизору. Ну, барон, смотри, твое вранье до добра не доведет. И ты собираешься с этим, со своими спецфиками, спецшколу? Да таких школ вообще нету. Странное блюдо. Не было.
потерял. Нет, Лена, наоборот, нашел. Вот ты скажи, Лена, вот ты мне веришь? В каком смысле? Да в самом прямом. Вот ты мне, своему мужу, с которым прожила 40 лет, веришь или нет? Ну, верю, а что? Если бы вот я что-нибудь нашел, то ты могла бы подумать, что я могу от тебя это скрыть? А что ты нашел? Нет, подожди. Ты сначала ответ на поставленный мной вопрос. Ты могла бы подумать, что я от тебя что-либо скрою? Ну, если что-то по службе, секретное. Нет, да и я не о секретном говорю, да и ничего секретного я и не знаю. Вот ты мне скажи, я когда-нибудь от тебя что-нибудь скрыл, да или нет? Отвечай, вот посмотри мне в глаза. Кажется, нет, Ваня. Что случилось? Представь себе, что я нашел клад. Какой клад? Да обыкновенный клад. Допустим, золотой. Когда ты нашел этот клад? Да не знаю я, когда я его нашел. Очевидно, на днях. То есть, как это ты не знаешь, если ты его нашел? Где ты его нашел? Да не знаю я, где я его нашел. Нет, как тебе это нравится? Я нашел клад и утаил его, вместо того, чтобы отнести его государству и получить свои законные 25%. Ваня, Утаил! Лена, представляешь? я ничего не понимаю. Какой клад? Какие проценты? Объясни ты мне все по порядку. Я ему говорю, если бы я нашел клад, то об этом первой бы узнала моя жена, Елена Ивановна. От меня у нее секретов нет. Кому ты это говоришь? Ай, кому? Валентину Сергеевичу. Романюку, что ли? Да. Вызывает он меня к себе сегодня в кабинет. Да. Перед обедом. Приглашает присесть. Я присел, так смотрю на него и думаю, зачем я ему понадобился. План мы сдали вовремя, задолженностей за мной никаких нет. Сидим мы так друг напротив друга, молчим. Он мне так и говорит. Везет же людям. А я же ничего не понимаю. Потом он меня так прямо в лоб и спрашивает. Вы, Иван Саввич, наши законы знаете? Какие законы? А те, в которых говорится, что лицо, нашедшее клад, должно сдать его государству и получить свои законные 25% награды. В противном случае оно совершает уголовное преступление. Вы что, говорит, неприятности ждете? Помилуйте, говорю, Валентин Сергеевич, о каком кладе идет речь? Не знаю, говорит, что вы там у себя нашли, но к нам поступил сигнал. Да, и достает из папки листок бумаги и дает его мне прочитать. И я читаю, что там написано. И что там было написано? А вот что, слушай, я слово в слово запомнил. На участке Бароновых найден золотой клад. Нашедший утаил его, а не понес сдавать государству. Видимо, нашедший лишен элементарной гражданской совести. Прошу проверить и привлечь. Так. Ну и что ты теперь намерен делать? Сдавать или не сдавать? Лена, да ты что? Что я могу сдавать, если мне нечего сдавать? Как ты понять это не можешь? Ваня, ну ты точно ничего не находил? Ну ты уж мне скажи, вместе же решим, что делать. Лена, прекрати эту провокацию. Ну неужели бы, если бы я что-нибудь нашел, я от тебя это скрыл? Ну разве на меня это похоже, а? Ой, Ваня, безусловно, я тебе верю. Ты мне в свое время даже про свою знакомую все рассказал. Как ты с ней познакомился и в кино ходил. И когда она тебе надоела. Ха, нашла, что вспомнить. Да я уже забыл, как звали ее. Вероникой Павловной ее звали. Я помню. Она мне до сих пор иногда снится. Все, работа. Ну, ты подумай. Я нашел клад. А?
участке, да еще золотой. И какой же это пакостник просигналил об этом нашему начальству? И как вот нам с тобой теперь проверить, что мы ничего здесь не находили? Как? Вань, слушай, а пусть нас обыщут. Правильно. Вот этого как раз нам сейчас и не хватало. Что? Чтобы еще об этом вот весь поселок узнал. Правильно, да? Да и так уж, наверное, все знают, раз написали. Вань, я не знаю, что посоветовать. Добрый вечер, Иван Савич. Здравствуйте, Митрофан Гаврилович. Здравствуйте. Юлия Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте вы. Все хорошеете. Слушай, Иван Савич, ты уже огородился? Да. А что вы еще не успели? Да я еще шлакетник не завез. А ко мне же дороги нет к моему участку. Старый мостик был, разломался. А сейчас пока починит, так и лето пройдет. Ну, я вас понимаю, понимаю. А я вот шел мимо. Думаю, дай загляну к дальним соседям. А телевизор у вас работает? Мы Так, его еще не привезли. Да. Ай, жаль, жаль. Сегодня великолепный матч. Реал Мадрид и Барселона. Лёсыч, Да. ну а как? Ну, вообще-то жизнь у вас. Что новенького? Знаете, Митрофан Гаврилович, все по-старенькому. Да? Да. Айли, айли. А я сегодня видел вас в приемной у Романюка. Ну и что вы меня там видели? Да нет, нет, ничего, ничего. Эх, Иван Савич, завидую я вам. А чему же это вы так завидуете, Митрофан Гаврилович? Ай, хороший у вас участок. Золотой. Так мы ж, Митрофан Гаврилович, его не выбирали. Вы помните, он нам по жеребьевке достался. Ну, понятно. Да. Клад, Конечно. а не участок. А при чем тут клад? Да нет, нет, это к слову. Иван Савич, к вам, я когда шел сюда, так встретил участковый. Он интересовался вами. Да? Да. Не захотел еще? Нет, Нет. еще не Ну, захотел. зайдет обязательно. Ну, пусть заходит. Вот я завидую людям. Ну, вот нет, так уже везет, понимаешь. А вообще-то, Иван Савич, вот кто ищет, кто хорошо ищет, тот всегда находит. Вы знаете, могло бы ж и вам повезти. Это дело случая. Да. Нет, Иван, конечно, вот я и говорю, что некоторым везет, а некоторым нет. Ну ладно, пошел я. Всего доброго. Иван Савич, до свидания. До свидания, Митрофан Гаврилович, до свидания. Да, Иван Савич, когда этот, как его, участковый придет, так передай, будь любезен, чтобы он ко мне зашел. У меня к нему разговорчик есть. И непременно передам, Митрофан Спасибо. Гаврилович. До свидания. Лена, ну ты понимаешь, а? Пришел, понюхал и ушел. А? Ты поняла его намеки? Золотой участок. Клад, а не участок. Покопает. Кто ищет, тот всегда найдет. Слышишь, Лена, а может это он написал, а? От зависти, что не ему этот участок достался. Точно, Вань. Говорят, он на многих писал. Да? Да, чуть-чуть. Да, ты думаешь. Слушай, Вань, Что? Вань, а что мы, если действительно, Что действительно? ну, если б действительно клад? Ну ты размечталась. Нет, ну если бы ты действительно нашел золотой клад, тебя бы наградили, это бы действительно было кстати. Находят же люди. Лена, неужели ты хочешь и ты еще мне испортить Аня, нервы? не шуми, мы в лесу не одни живем. Да, Лена, да ничего ж я не находил, ты понимаешь, ничего не находил. А вот потерять потерял, покой потерял, душевное равновесие, все нервы расшатаны, ты понимаешь это, Лена, или нет? Добрый вечер. Здравствуйте. Разрешите представиться. Капитан милиции Кончиков Андрей Андреевич, ваш участковый. Проходите, пожалуйста.
вопросу? Да вот участок. Пожалуйста, А проходите. что вас интересует? Посадочек, я смотрю, еще не делали? Ну так, Понятно, только чуть-чуть. Я смотрю, у вас земляные работы идут. А это мы летний гараж пристраиваем. Да, вот. Не гараж. Значит, машина имеется. Да, имеется. Машина имеется. И это хорошо, что имеется. Ну что, продолжим осмотр участка? Да, пожалуйста. Работа, знаете ли, мне такая. Мы готовы показать вам все, что вас интересует. Вот тут, пожалуйста, у нас там еще цветочки растут, деревья тут, груши, яблоки. У Бекі жил. Зараз ми пропонуємо вашій увазі інсценіровку старої байки на новий лад Владимира Єрмаковича «Козел-нарколог». 10 верстцев самых тихих. Зранку был переполох. Участковый был подумал. не было того рожна, но козел давно без шкури. Тільки полівка одна. Але ж треба, як вчили, справу зладить, розібрать. Так з повагою сачили, як пойшов до знання брать. Де ж то бачив? Га? Ні, нічого не бачив. Альбо чув що? Га? Ні, нічого не чув. Про пропавшого козла. Якого козла? Ти даремна, ти без сенсу. Сколько часу тут була. Але бабу обнадеяв. Та я в краму за вінцом. Прийшла. Не был я лиходеем. Узел развязать с козлом. От молока до велика кожный в курсе был жиха. И от шепту, да и от крыку в поветре кипень вар. Жив у вёсцы Ваня сівы, і он на ферме працаваў. Меў жа нос, як тую сліву, бо ён шклянкі не мінаў. Кожны вечар быў пад мухай, ранкам крышачку касіў, але скотнік быў не з рухам, працаваць хапала сіл. Жонцы бедный аж огорк. Гыркать, лаять, ушчувать. И тонойно замолкнул. Что настрой себе псовать? Добра ведалі вяскоўцы, як пакутаваў Іван. Калі трэба сенца, дроўцы, вамі згодзіць за стакан. У суседней вёсцы танцы. Молодь храма аддой туды. Танчуць там бы афрыканцы. Ім няма друга бяды. А пасля ўжо развітанкі, плытнасць провадаў дамоў, каб маглі яшчэ каханкі абмяняцца парай слоў. Вось адзін з хлапцоў удалых, назовём яго Сымон. Быў дзяцюк даволі сталы і не лез ён на ражок. Так жыў далекавата, вёсцы, дзе козёл прапаў. І з каханай каля хаты доўга бавіць час не стаў. Да і зранку заўтра праца. Трэба як хутчэй дамоў. Як бліжэй на тую трасцу, праз павоз Сымон пайшоў. Раптам, проста, пад нагамі правалілася зямля. Момант! Хлопец на дне ямы, де абжытая яна. Нечакана там сустрэўся са свавольнікам козлом. Нават крышку абагрэўся недухмяным тым цяплом. Так сядзелі да світання, мёслі ў яме для хаўту, покуль п'яны скотнік Ваня песню не завёў,
наша жонцы. Чорта бачу, ледь мяне як не схапіў. Гэта, мабыць, ужо з гакам. Ён гарэлачкі падпіў. Сух, малый сынок, Івана, справу хутка зразумеў. Участковаму ад рання далажыў ён як умеў. Хутка дзея вызвалення і Сымона, і Козла. Было шчырае здзіўленне. Нават спрэчка там была. Ну, а Ваня з таго часу Ані кроплі не бярэ. Піць не можуть народ квасу, быццам чорт нутро дзярэ. як сустрэнеце Сымона, Жартом просіць кулако. І часцей п'є чай з лимона. Альбо каву з малаком. У гэтым годзе Беларусь адзначае 80 год з дня нараджэння слыннага песняра нашай радзімы Владзіміра Караткевіча. З гэтай нагоды, працуючы над яго творамі, мы убачылі сугучнасць нарыса «Хлеб і да хлеба» з паэмай Якуба Коласа «Новая зямля». Што ў нас атрымалася, вы зараз убачыце. Беларусы любяць смачна паесці. Аснова ўсяго хлеб. Няма нічога смачней, як адрэзаць гарачую лусту, густа пасаліць яе і з'есці. паміж дзвюх глаў пад абразамі туліўся стол з двумя кастрамі аладак грэцкіх. Як пампушак, ды хлеба з зайчыкаў краюшак. А яшчэ беларусы любяць пірагі з яблыкамі, з садавіны, з чарніцамі, кручаны з макам. Другі хлеб беларусаў гэта, Ну што гэта? бульба, так, бульба. Але дарэмна нас дражніць бульбашамі. Есть у нас бульба, ёсць і да бульбы. Я не кажу пра ежу даўніх беларускіх магнатаў. Усе гэтыя ласіныя губы пад саложаным воцаце, бабровыя хвасты. Не, зараз узгадайце смак печанай бульбы. А мажліва, гэта вялізныя клёцкі сцёртай бульбы, начыненыя мясам. Ці бульба, фаршыраваная сушанымі грыбамі і запечаная ў гарачай печы. Бяры ды еш. А да яе сала, салёныя агуркі, холодныя, з укропам і селядец. Ці залаты сланечнікавы алей, масла коровіна, міска кіслага холоднага малака. А што ў нас на першае? А на першае у нас наша маці даставала чыгунчык з печы, лыжку брала і вершчаку налівала. А за столом на вершчаку падготаўлялі ўжо атаку. На гэта хлопцы былі хваты, аладкі кроілі ў квадраты. Хоць геаметрыі не зналі і на відэльцы іх чаплялі. Як бы на тычкі тыя вешкі. Каб не адстаць, не мець замешкі ў часе дружнай яды. Усе пафукаюць ды студзяць, і верашчаку тую вудзяць, і толькі чаўкаюць губамі. Макалі ўсе з адной пасуды. Елі дружна, не драмалі. Нарэшце ўсе па шкварцы бралі. Як верашчаку дно спадала, то маці есці пакідала, ды ішла ў камору па другое. Яшчэ больш смачнае, ядкое, і тарабаніла сюды. Для заканчэння ўжо яды тварог, запраўлены смятанай. Нясла вялікаю пашанай. Над сваім апетытам беларус заўсёды пасмейваўся. Не толькі над кімсьці, але і над самім сабою. Па-мойму, гэта рыса нацыянальнага беларускага характару. Напрыклад, Даў на рынку кабана, пайшоў закусіць. З'еў 3 міскі капусты з боханым хлебам, сала хатняга з фунт. Тут купіў яшчэ 3 порцыі смажанай каўбасы. Плюнуў. Пасля бульбу з мамоні ў міскі 3. Зноў баршчу міску ўбіў з булкай. А пасля, як успомніў, што брат у салдатах, дык як завязала. вельмі чулы хлапец, нічога не скажа.
а ядла мазали их здором. Хоть невялікія прысмакі, цыбуля, перчик, ліст бабкоў, ды сальца некалькі брускоў, мука і квас і ўся прыправа. Але ўсё ж снеданне цікава. А для дзяцей найбольше свята, абы наесціся багата. Чаму мы вам рассказывали про ўсё гэта? А тому, что ежа розных народов, як и вопратка, и жилье, все больше и больше подпадает стандарту. И в Москве, и в Киеве, и в Минску, в хаце и в столовце. Амаль паўсюль мы ядим те же самые котлеты. Носим типовые вопратки с подобных материалов. И все больше забываем непаўторность и адметность життя той мясціны, откуль мы родом. А до конца забываться про это нельга. А зараз вашій увазі ми пропонуємо уривок з Вазивілля Вінсента Дуніна Марцинкевича «Пінська шляхта». Тяжко жить мне, дівчаті, з миленьким разлуцы. Лає батька, лає маті, що серце їх розкуце. Уходи сидеть над просницей. Я хочу быть молодицей. Маті каже. Век молодий, ой, ти ще мала. А сама вже у мої годи батьку покохала. Ой, так. А нехай моя маті, нехай панить батька. А я люблю свого Гришку. І любіть його век буду. Ой, бедные ж наши головоньки. Что гэта за дур напал на бацькоў? Пьяные, завяліся и побилися поміж собою. Шляхетство. А мы с Гришком простой харуем дынеем. Яго бацька подал на майго у суд скаргу. И сёння приедзе найяснейшая корона на просоку. У ім целое наше спасение. Як приедзе, дык мы с Гришком поклонимся ему у пояс. Да будем просить да молить, каб ён погодзіў наших бацькоў. Да яны дозволили нам ожениться. А ён же таки сердитый. Не привяди ты, Господь. Як поднимет один вас угору, а другий вниз. И як крикнет: «По наследшему указу!» Батьки сполохаются, разладят нам веселье. Я боюсь, как мы попричиналися батьки. Нельга было побачиться с Гришком. Ой, Гришка, где ж ты поделся, Гришка? Ой, Гришка, Гришка. Гришка, Гришка, ты что стал теперь? Вельми лянивый. Тобі, певно, серце так уже не ниє по мне, як раней. Як прийде, дык я покажуся перед ім сердитую. И хоть буде просить да молить, как поцеловала, дык не поцелую. Дай Бог, что не поцелую.